Мы продолжаем знакомить вас с приемными семьями Нюрбинского улуса. И сегодня побываем в гостях у приемной семьи Даниловых. Гаврила Иванович и Мария Максимовна воспитывают 4 детей, в том числе 2 приемных. Они являются молодой приемной семьей в Улусе и за советами часто обращаются к опытным приемным семьям, живущим в селе Хаты. Приемная семья была 2 жыл болды. Кыргыттар алам барат. Онно бирде болана Хатыга бара хаджып, Хаты деревне тер онно барса хаджыбытым мен. Онно колор көрсүбүтүм, элбак жан хүбетин колор ылбыты, оннон бебер на туханан келбит. Оны чөй бага эте. Бир күнү бая хаджыппыт, мастер-класс бөгөтө көрбүппүт. Бебер бир күнү төрөбүт алтабыт мен хабай кырылырабы. Тем бигер каттар барлар бар, эми бебер Тбилин уверенде бары окула гөнле бу жастакка хадалар икенми. Ата буну байып хаддаттуу баралар. Булактары эми кыралан биле бебин кытта уханарга, тубгылгыттарды мамата биле это буну жегер та үдөлүндө. Приемные дочери Марии Максимовны помогают в выращивании фиалок. Вместе они рисуют. А еще делают коврики из мешков для мусора, что очень необычно, оригинально и увлекательно. Летом вся семья трудится на огороде и в теплице, радуясь зимой собственным заготовкам. 9-летняя Кристина с особой теплотой отзывается о своей семье. Моя семья – это папа, мама, братик, сестренка, еще старший братик и я. Кристина, расскажи про твою маму, какая она? Красивая, хорошая, добрая и умная. А мама тебя чему учит? Готовить. И учится готовить Кристина с большим удовольствием. Одно из любимых блюд, которым она радует свою семью – вафли. Их Кристина делает уже сама, лишь изредка прибегая к помощи мамы. И готовить она умеет не только вафли, но и другие блюда, в том числе суши, что очень похвально для 9-летнего ребенка. Кристина с удовольствием готовит, не только разделяя с мамой заботы на кухне, но и учится тому, что пригодится ей в жизни. Кухня – любимое место приемной семьи Даниловых. За большим столом они делятся радостными событиями, обсуждают планы, что, безусловно, сплачивает семью. Мария Максимовна и Гаврила Иванович поделились с нами своим подходом в воспитании детей. Там еда надо строгой бол бакка колабора. Надо нагас бол бакка, то были в среднем тут айдет, мы бем педагоги инверхтах полам было. Папа таганы колабора билел бон катарителли битим болан ен подкот булабыт. Айылга хыджаларына хөбүлүлөр. Кыралар тагыра бебет онду хөбүлүбүт, хирасты бутун хөбүлү көйүн хас эбехет айылга такка хыджабыт коло нюргугунга таккан эбехет нюргугун көрөлүлөр. Ого хин бил кайыл быйлах. Айылган катара алты харем ебили. Көмөлөр бия көмөлөр колобор онту кайыппыт. Кыллар ахналлар инде кут даже кумар кут били каябаттар эңин. Большое внимание в приемной семье Даниловых уделяется физическому развитию детей. Старший сын, 9-летний Алеша, в силу определенных проблем со здоровьем не может полноценно заниматься спортом, но благодаря заботе Гаврила Ивановича и Марии Максимовны он ежедневно делает упражнения на тренажерах, разрабатывая ноги и руки. Все дети в приемной семье Даниловых растут в заботе и любви, и родители уделяют их всестороннему развитию большое внимание. Семья для каждого ребенка – это мама, папа, братья и сестры. Нас всегда радует, что в приемных семьях нет разделения детей на своих и чужих, и дети рисуют каждого члена семьи, передавая атмосферу любви и счастья, царящей в их семье. В Нюрбинском улусе приемные и опекунские семьи получают всю необходимую помощь от отдела опеки и попечительства и администрации района.
Для них проводятся встречи, на которых замещающие родители задают разные интересующие их вопросы, предлагают расширение мер поддержки приемных семей. Оғыны етердие кәргеттерге аналлақ, бұманнат көрсүхүлер болалара олу сүсүге. Биге итинтен әлбәқ билейні лабыт, онна манетері бет бие киен кәлбет жонларға барға мақтал бұтын керді бет. Биге кығалға бұтын өйен, бейетіне өйден, бұманнық тәрәхінлер болалара бигеға өйе біл тірек құрдық боларынан сыналығы бұт, олығын нүрба ұлуғын, орыйонын оғыны итердие кәргеттерін атықтан барға мақтал тыллар бұтын керді бет. Администрация Нюрбинского улуса ввела ряд мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе и для приемных. В нашем районе 4406 детей учатся у нас в 25 общеобразовательных учреждениях, школах. И все дети наши организованы бесплатным горячим питанием, независимо от категории: малообеспеченные, многодетные, из полных, неполных. Все дети наши пользуются бесплатным детским горячим питанием. Вопрос необходимости всесторонней поддержки приемных семей озвучила на встрече с главой Нюрбинского улуса исполнительный директор фонда «Дети Саха-Азия» Ольга Михайловна Андросова. Эти родители, они воспитывают чужих детей абсолютно, да, это взятые из детских домов, которые бы содержались бы в детских домах. Да. Мы хотим, чтобы на уровне республики принят был закон о приемных родителях, о приемных семьях, да. У нас не во всех субъектах это есть, во многих есть, но в нашем субъекте нет этого. По итогам встречи глава улуса принял конструктивное и важное решение. Ольга Михайловна, и вам я желаю успеха, потому что и депутаты представительного органа нашей республики поддержали вашу инициативу по части поддержки приемных семей. Отдел опеки должен вести предложения по части, да, вот, каких-то материальных или как моральных, или как в каком-то части помощи, чтобы мы обозначили это целевой муниципальной программе. Мы надеемся, что и в других улусах нашей республики также обратят должное внимание на приемные семьи. В чем, на ваш взгляд, роль приемных семей в решении проблемы социального сиротства? Конечно, очень просто устраивать детей, передать на попечение государства, да? То есть устраивать детей, вот как раньше говорили, в детские дома, в детские учреждения. Это очень просто. Да, над ними там есть уход, скажем так, есть уход, они накормлены, сыты, там как бы все есть. Но семья – это и семья. Если не дано возможности этим детям воспитываться в своих семьях, пусть их заменяют вот приемные семьи. Там их ждет, там они могут передать вот именно родительскую любовь. Родительскую любовь. И самое простое, они могут обучать вот прямо простым таким бытовым жизненным навыкам. Да, как готовить, там, как ухаживать за собой, как, ну, у нас же в основном в сельской местности, да, живут наши приемные семьи, как ухаживать, ну пусть за скотом, да, за огородом, как присматривать, вот такие вот именно жизненные моменты, как помогать друг другу, что такое семья. Семья это, скажем так, это, ну там можно и поругать, похвалить за что-то. Мы же своих детей тоже ругаем, да, местами, временами мы их ругаем и так далее. Но это же дети, и в приемных семьях тоже. Они должны почувствовать любовь, именно любовь. И мне кажется, дети, которые воспитались, получили воспитание в семье, они добрее, они более готовы к жизни, чем дети, которые
выросли, были воспитаны в детских домах, в детских учреждениях. Знакомьтесь, Данил. Этот замечательный мальчик находится в одном из государственных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Данилке 3 года и 3 месяца. Да, он у нас очень активный мальчик, ага. Любит петь песенки. Ага. Да, да, это дедушка-бабушка, да? Ага. Он у нас самостоятельно одевается, обувается, кушает. Активная речь быстро у него развивается. Ага. Да, это кто у нас? Кто это у нас? Корова, вот правильно, корова. Он очень любит активные игры, подвижные игры, да. Ага. Везде принимает участие. Любит машинки катать, ага. С детьми ладит очень хорошо, да. Это кто у нас? Барашек. Правильно, барашек. А, молодец. Ага. Несмотря на определенные проблемы со здоровьем, Данил шустрый и смышленый мальчик. Он любит занятия в сенсорной комнате, трогая и изучая все предметы и развивающие игрушки. Все, за что не берется Данил, доделывает до конца и при этом всегда складывает игрушки на место. Данил, как и все дети, любит подвижные игры, неплохо справляясь со спортивными снарядами, проявляя при этом интерес и азарт. Мы очень надеемся, что Данил обретет семью.